Мы рады приветствовать вас на нашем мероприятии, посвященном дню рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Мы сегодня открываем выставку «Просмотр» о творчестве, о жизни известного русского поэта, которому исполняется 200 лет. В эти дни отмечается день рождения замечательного нашего писателя и поэта. И вы, конечно, все знакомы с его произведениями. Говорить о Михаиле Юрьевиче Лермонтове я не буду, потому что о нем сегодня на вечере скажут еще много. И выставка, представленная, тоже будет сделан обзор по выставке. Она тоже интересна, и, может быть, она не очень однозначная, поэтому я вам очень советую после того, как пройдет мероприятие, подойти и познакомиться с этими книгами поближе, потому что они на самом деле интересны. И мы сегодня хотели сделать это мероприятие, это открытие выставки «Просмотр», именно показав Лермонтова немного с другой стороны, не так, как его сейчас учат в школе, не так, как мы его когда-то все учили с вами в школе. Я очень рада, что сегодня в аудитории школьники, потому что Лермонтов – это молодой поэт. И начал он писать стихи гораздо раньше вас. Первые стихи относятся к 9-летнему, 10-летнему возрасту. Такого Лермонтова вы не проходите. И мне кажется, что сегодня настала пора поговорить о Лермонтове до 1837 года, до того стихотворения, с которым он стал известен, «Смерть поэта». До этого перед нами огромный период лирики молодого Лермонтова, по сути замалчиваемый советской критикой и советским периодом, потому что эта поэзия не вмещается в привычные рамки. Я начну с того, что в 15 лет Лермонтов начал писать поэму «Демон». Он писал ее до самой смерти. Известно 8 редакций, ни одна из них не является окончательной. Последняя редакция, которую мы считаем текстом, текст только лишь потому, что Лермонтов погиб и ушел из жизни. Демон не оставлял его, демон мучил Лермонтова на протяжении всей жизни. И Лермонтов пытался избавиться от видений при помощи этой поэмы. Это действительно мучительный процесс, который едва ли выдержит человеческая душа. Почему Лермонтов ушел так рано из жизни? Потому что просто-напросто он очень интенсивно жил. Лермонтов – это загадка. И это загадка не только личности, но и русской истории. Я приведу лишь один пример. Очень известная лермонтовская драма «Маскарад». Лермонтову не удалось договориться с цензором, он не добился постановки этой пьесы при своей жизни, а затем стали происходить какие-то странные вещи. Например, в Александровском театре «Маскарад» был поставлен в 1914 году, это столетие со дня рождения Лермонтова, и на следующий день Россия узнает, что она становится участницей Первой мировой войны. Еще более парадоксальный другой случай. Мейерхольд в феврале 1917 года добивается постановки «Маскарада». Проходит «Маскарад» в ночь на первую, точнее, на февральскую революцию. Судьба России резко меняется. Может быть, это совпадение, может быть, за этим стоит еще что-то, потому что Лермонтов обладал необыкновенным даром видения. И обратите внимание, что очень многие стихотворения так и названы «Видение», «Предсказание». В 15 лет он предсказал абсолютно все. Предсказал дату своей смерти, предсказал
свою кровавую могилу. И это действительно странно, потому что этим видением посещают очень и очень маленького мальчика. Кровавая меня могила ждет, могила без молитв и без креста, на диком берегу ревущих вод и под туманным небом, пустота кругом. Лишь чужестранец молодой, невольным сожалением и молвой и любопытством приведен сюда, сидеть на камне станет иногда. Вот этот мотив кровавой могилы пронизывает всю раннюю лирику Лермонтова. Поэтому Лермонтов с самого начала знает, ему отпущено крайне мало. Вот такого интенсивного переживания времени нет ни у одного поэта XIX века. XIX век все-таки классический век русской поэзии. Но Лермонтов спешит, Лермонтов ускоряет время до необыкновенности. Мало кто из русских поэтов может сравниться с Лермонтовым вот в этом ощущении времени. И, кстати, именно Лермонтов разрушает классический стих, сформированный Пушкиным. Синтаксис у Лермонтова неправильный, ритм неправильный, рифма часто неточная. Но это происходит потому, что слишком напряжена его лирика, и она перестает укладываться в ту классическую форму стиха, которой добился Пушкин. Вот Лермонтов перечеркивает пушкинский опыт, хотя, казалось бы, он продолжает его, и он становится известен благодаря имени Пушкина. Но здесь все другое. В каком-то смысле Лермонтов наш современник более чем Пушкин. Это парадокс, но это так. Почему? Потому что Лермонтов в своей лирике передает величайший опыт отрицания, характерный, кстати, как раз опять-таки для юношеского возраста. Такого отрицания мира, не социального. Не нужно думать, что Лермонтов боролся с царизмом или Лермонтова не устраивала Николаевская Россия. Хотя, конечно же, она его не устраивала. Она не могла его устраивать как поэта. Но Лермонтов не устраивало бытие как таковое. Мир, сотворенный Творцом. И это очень страшно. Он пытается договориться с миром, пытается найти к нему какие-то подступы, но не может. А отпущено, повторяю, ему совсем немного. 27 лет – это возраст очень молодого поэта. Он успел предсказать очень многое. К сожалению, и страшную судьбу России, и он сказал гораздо раньше Достоевского, когда Достоевский напишет роман «Бесы», это уже 70-е годы, но Лермонтов скажет о том, что Россия погружена в какое-то темное начало гораздо раньше, еще в конце 30-х годов. Все это будет страшный опыт. Один из величайших русских философов, Владимир Соловьев, однажды сказал следующую фразу про Лермонтова. Он сказал о том, что Лермонтов – единственный поэт, который пришел в русскую литературу с опытом смерти. Оттуда, из другого мира, из мира небытия. И этот мир для него всегда был совершенно чужд. Он не мог понять его и не мог принять. Конечно, поэт, с одной стороны, не выбирает свою смерть, но, как сказал Николай Гумилев, но молчи, несравненное право выбирать самому свою смерть. Вот с другой стороны, Лермонтов эту смерть, в общем-то, выбрал. И
вызов на дуэль Мартынова не был случайностью. Перечитайте письма, перечитайте прозу, черновую прозу этого периода, вы увидите, что Лермонтову очень и очень сложно жить. Безусловно, не весь Лермонтов вот в этом темном начале, хотя, например, меня крайне удивил тот факт, что один из русских помещиков построил на свои деньги церковь и попросил художника нарисовать ад, хотя это не совсем православная традиция, да, в отличие от католиков мы обычно картины ада не рисуем. И его личная просьба к художнику заключалась в том, что он попросил нарисовать в аду Лермонтова. Вот такое неприятие поэзии. Это конец 19-го, начало 20 века. Тем не менее, вот говорить только о таком Лермонтове мы не можем. Но мы не должны забывать, что Лермонтов был и таким. Что такое творческий путь Лермонтова? Это мучительный путь к свету, это мучительное обретение гармонии. Вот оно не давалось поэту. Пушкин обладал удивительным даром мириться с миром и принимать его. Но не у всех подобный дар есть. У Лермонтова его не было. И вот если вы будете читать его стихи, вы увидите, как постепенно Лермонтов движется к свету, как постепенно он пытается принять этот мир, воспеть этот мир. И лирика Лермонтова становится светлее, светлее и светлее. Может быть, ему не хватило времени. И проживи он еще 10 лет, он бы обрел гармонию. Но все произошло не совсем так, как мы бы хотели. И еще один важный момент, на который я хочу обратить внимание. Александр Блок, который очень любил Лермонтова, однажды сказал, что Лермонтову не повезло. Лермонтов заблудился в своих снах и не смог выйти из этих снов. Это действительно так, потому что даже в своем последнем стихотворении «Выхожу один я на дорогу» Лермонтов упоминает сон. И слово «сон» одно из самых частотных в русской поэзии. Если вы зайдете в электронный каталог фундаментальной электронной библиотеки, там есть такая функция, сколько слов употребляет тот или иной писатель. Вот сравните, задайте слово «сон» и посмотрите, сколько раз употребил его Лермонтов, сколько Тютчев, которого мы тоже считаем поэтом, как бы чутким к снам, Пушкин, ну и даже поэты 20 века. Так вот, Лермонтов превосходит всех, потому что почти в каждом стихотворении у него появляются сны и видения. И это тоже важно, потому что вот точно так же, как Лермонтов мучительно шел к свету, Лермонтов мучительно шел к реальности. Лермонтов мучительно шел к ощущению вот обычного земного человека. Это ему не было дано. Он пытался преодолеть эти сны, но у него это уже почти даже, может быть, и получилось к 40-м годам, хотя последнее стихотворение, конечно, это опять возвращение к сну. Лермонтов – это неспокойствие русской души, это смятение русской души, это начало русского нигилизма, это начало русского отрицания, то есть это начало того страшного опыта, который действительно разрешится 1917 годом, того опыта, который мы до сих пор не можем исчерпать и пережить. Лермонтова нужно открывать, наверное, заново. И это счастье, что каждое время открывает поэта на своей странице.
То, о чем я сегодня сказала, преследовало только одну цель. Вот чуть-чуть уйти от классического Лермонтова, чуть-чуть посмотреть на этого поэта с другой стороны. Это тоже интересно. Лермонтов погибнет страшной смертью не потому, что это будет дуэль. Дуэль очень достойный выбор смерти. Я знаю только 2 случая в русской поэзии, когда поэты с самого начала были не отпеты. Лермонтов погиб, и поскольку Николаевская Россия боролась с дуэлями, то дуэлянты приравнивались к самоубийцам. И было запрещено отпевать тех, кто погиб на дуэли. Вот первоначально Лермонтов отпет не был. Он был отпет только уже через какое-то время, прошли годы, когда православная церковь помолилась об успокоении его души. И это тоже, конечно, показатель. Традиции Лермонтова, конечно, Блок, Цветаева и, по сути, вся современная русская поэзия. Мы до сих пор не можем вернуться к гармонической ясности Пушкина. Мы до сих пор идем по следу, который открыл Лермонтов. И вот я думаю, что что-то в России изменится только тогда, когда Лермонтов станет менее актуален, когда более актуальным окажется пушкинское начало. Но вот сейчас это так. No, I'm not Byron. It's my role to be an undiscovered wonder, like him, a persecuted wanderer, but furnished with a Russian soul. I started sooner ending. My mind will never reach so high. Within my soul, beyond the mending, my shattered aspirations lie. Dark ocean, answer me, can any plumb all your depth with skillful troll? Who will explain me to the main? I, perhaps God, no one at all. Гудеет парус одинокий на языке аспиранта. Бланкадас вело уно сола, en la nebula mare blu, do, kion lasis, kion volas, en fremda landa serĉi plu. Bondiĝas, kaj la vento spiras, leksante mason kun fervor, ve, nek feliĉon ŝi aspiras, nek de feliĉo kuras for. Ĝin kovras blua ronĉielo, sub ĝi lazuras ondas pac, sed ŝtormon serĉas ĝi ribela, kvazaŭ en ŝtormo estas pace. Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый пути. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. Небеса торжественно и чудно, спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего, жалею ли о чем? Жду ли чего, жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничего. Я ищу
Господи,